Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня хочу поговорить про гусят. Сегодня хочу купить 200 гусят. Будем готовить место. Сейчас я вам покажу гадких утят. У меня есть утята, они гадкие, но вы, наверное, поняли, о чем идет речь. Вот сейчас покажу. Вот, открываем дверцы, смотрим. Наш, видите? А эти утята не такие уж и гадкие. Сейчас так, это я их кормлю кормом для птиц. Так, вода закончилась за ночь. Они в основном питаются ночью. Днем их ложишь, они не так уж сильно кушают. Сейчас я положу корм. Они не до конца закончили, там есть вода. Вот вы видите, здесь вода есть еще. Но я его вылью, обновлю. И будем кормить этих 4 лебедей. Лебеденка, или как их правильно говорить? Лебеденки. Как, скажите в комментариях, напишите. А сейчас мы их, не буду показывать, как я ложу. Обычно корм, я вот еще хотел, их мне содержать вообще не вариант. Можете, если что, донатить, отправлять средства. Я их буду вот как вам показывать, как они растут, это все. Им витамины, вот эти корма буду покупать. Можете в комментариях или вот в описании есть номер моей карточки, если что. Можете спонсировать их. Сейчас будем делать, буду показывать, как я буду делать, куда буду делать для гусят, маленьких гусят. Там суточных или 3-суточных они. Смотрите до конца обязательно, будет интересно. Вот такой вот комбикорм ПК-2, комбикорм для цыплят, гранулированная, вот такая вот. Это мне брат привез. Вот это вот водички налили, сейчас положим сюда. Брат этих лебедей привез, и вот это тоже привез комбикорм. Сейчас вы до конца посмотрите ролик, я в конце расскажу, как они попали, что мы сделали, чтобы они у нас остались. Все заполнили водички и корм. Они пока что еще пугливые, еще не привыкли к людям, к человекам. Как говорится, скоро они, наверное, до осени станут жирными, да? Их слишком много кормить тоже. Я буду скоро их на выпасе выгонять, и чтобы они домой возвращались. Подпишитесь, конечно, на канал. Я буду вам показывать, как они растут, что они едят. Отчетность буду вести. А пока что я пойду лошадей кормить, поить, потому что на улице жарко. Первым делом их надо напоить. Мы как делаем, как сказать, кобыле молоко, кумыс, камаз. Вот это вот пьем. Сейчас держим. Вот сейчас я их такой водой. Это чистая вода. Не подумайте, что грязная. Вот так вот. Сейчас у нас колодец электрический. Ну, в каждой деревне есть колодец. Не каждой деревне, у каждого дома есть свой колодец. У нас вот электрическая. Сейчас вот здесь вот так делим. Вот так. Колодец. Сейчас покажу. Все понесли. Кадр бар су беру керек. Сейчас они, наверное, скажут мне, подписчики.
Қазақсың ба, қазақша сөйле деп. Вот у нас Барбоскин. Вон там еще очкарик идет. Кошара. Все, вот поим. Поим. Даем воды, короче. Он сейчас должен напиться и перестать пить. Дальше потом надо положить им корма для этого. И жеребенку тоже покажу. Это его мать. И его мать тоже. Вот это. А вот этого мать. Вот это лежит. А вот этих мать. Они на выпасе. Вот. Положили дробленку. Сейчас я скажу, кто там может сказать, это жестоко. Вы держите его на привязи, отлучили от матери. Я вам скажу, вы сами своих детей в садик отдаете тогда. Кто так делает, то про это вообще не говорите. Про то, что отлучаете от матери, это жестоко. Вы его корм забираете, такого вообще не надо говорить. Так, сейчас а его мы, даст Бог, скушаем. Надо будет. Вот вам и жестокость. Ну, такая жизнь. Ну, как сказать, мы его продадим или кому-то. Хотите, купите. А если нет, то на мясо. Что поделаем. Так, сейчас про гусят будем говорить. Вот это все, что нужно для гусят. Это ограждение будем делать. Это при транспортировке ящики нам нужны. Эти с профилей мы сделали кормушки для недельных. До недели будем вот этими кормить. Этим будем перемешивать вот этим. А эти, вы знаете, под банку. В начале видео я лебедей показывал, как мы ставили. Так, банки, знаете, для воды. Так, это тоже для ограждения. Это чтобы тепло у нас было. Так, еще нам нужно провода, чтобы потянуть электричество для сарая. Ники, диорикимс. Сейчас солома для гусят. А здесь лежит, догадайтесь, кто лежит? Ежик. Не будем его тревожить. Вот уже 2 часа. Смотрите, сколько осталось. 5. Сейчас наполню эту воды. Потом пойдем покажу, что я сделал для гусят. Пам! И вот 3-литровая банка. Раньше стояла 2-литровая, а сейчас 3-литровая. Все убрали. Почистили, чтобы они было хорошо, чтобы они покушали. Уже чуть-чуть побольше стали они. У меня 3-й день. Получше им, наверное. Сейчас принесу гусят. Они, надеюсь, будут с ними вместе. Не убьют, наверное, гусят. Пока что вот что я сделал. Постелил солома, разделил. По 10, по 11 штук сюда буду ложить. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ячеек я разделил. Один вот такой получился. Чуть-чуть необычный. Но, в общем, вот так. Сейчас надо будет крышу что-то постелить, что-то. А то вдруг ночью будет дождь. Как говорится, один человек сказал: я сплю спокойно во время грозы. Это означало, что у него все окей. Он вот эти все щели сделает, все инструменты занесет, все
своих животных на место загонит, и он может спокойно спать во время грозы. Вот такое. Так, сейчас я поеду в город, привезу, потом как я их сюда принесу еще дальше. Вы подпишитесь обязательно на мой канал и следите за лебедями, за гусями. У меня еще есть курочки такие, они ходят. Вот так вот. Сейчас еще надо будет свет сюда протянуть. Это уже вечером, уже как я привезу тогда, потому что я не успеваю. Обязательно подпишитесь, пишите комментарий. Линда, наверное, на работе. Ага. Ну, не надо видеть меня. И час ночи. Вот привезли гуся, топим печку, чтобы они не замерзли. Сейчас утром буду доделывать их помещение, постоянное помещение. Потом туда будем переносить их. 6 утра. Они нашли все-таки выход. В помещении тепло. Вот. Сейчас я коров подаю, лошадей завяжу и начнем их на место отправим гусят. Вот. Заполняем воды питьевой для гусят. Уже полчаса не могу найти. Звук есть, но не знаю откуда выходит. Под машиной, вот под сиденьем везде посмотрел. Где-то отсюда. О, вот смотрите. Смотрите, смотрите. Сейчас. Смотрите, где осталось. Видите? Вон. Под сиденьями, где вот эти. Есть рамки, которые там осталось. Я еще его туда-сюда двигал, эти рамки. Сейчас вытащим. Опа. Поймал за ноги. Сейчас вытаскиваем. Блин, главное не оторвать его лапки. Потихоньку, потихоньку давай выходи. Ё-моё, как у него голова там. Блин, ему, наверное, холодно было. Капец он. Ах, подожди, подожди, постой. Стой, стой. Подожди, постой. Можно я с тобой? О, смотрите. Вот, один одиноченько остался. Как он теперь будет, не знаю. Надо его в тепло отвезти к своим братьям. Вот. И все, иди к своим братьям. Все, пошел. Ого, он еле ходит, видите? Он уже не ходит нормально. Ну, надеюсь, он выздоровеет. Пожелайте ему здоровья. Все, вот это вот классно. Проделанная работа. Очень хорошая. Может, не красиво, не эстетично, но зато это удобно. Вот все лампочки висят. Вот видите. Вода есть. Корм есть. Вода есть. У всех, у каждых. 220 штук взял. Вот. Теперь подписывайтесь на канал. Будем разговаривать о сельских хозяйствах, о жизни в деревне. Вот. Обязательно подписывайтесь, пишите в комментарии, может вы скажете там какие-то видео снять, идею подкинете, что нужно, что хотите увидеть.